В общем, первый этап — это подготовка бочки, чтобы она чистая была. Это булус-ледник, где хранится лед для питьевой воды. Вопрос возник, почему не в каждом дворе есть такой булус? Потому что это очень энерготрудоемкий процесс. Но вечная мерзлота же везде есть, она равномерна, да? Неравномерно. То есть на каком-то участке может не быть вечной мерзлоты, да? Да. Так, а фонарик? Види? Ой, как глубоко. На какой глубине? Метра 4 где-то. 3. Ну, чтобы вы понимали, сейчас сегодня 30 градусов жары. Тут еще это подтапливание. Вот, и смотри. Подсвети еще глубже. Ой, как глубоко оказывается. Так, Петя сейчас пойдет. Подожди. Нужен бушлат там, потому что минус сколько там? Минусовой градус. Минус 8, кажется, да? Ну, возможно. Шапка маленькая. Нет, голова большая. Ладно. Одень здесь. Свой ракет. А то ирокез замерзнет. Нет, не налазит. Шапка не налазит. Так, светите. Ромушка, ты. Вот лед хранится, который заготовили с зимы. Тут реально холодно. Идет пар изо рта. Вот продукты. Лед-то привозят зимой и сюда забегивают. Кладут. Поэтому такая ценная талая вода, потому что зимой заготовленная, да? Дедушку зови-ка. Не для высоких людей сделан. Головой постоянно ударяюсь по лестнице. Вот это кубик. Еще два же. Из плюс 30 минус 10. В деревне нет водопровода, зато есть ледник, и там можно заготовить питьевую воду. Но, естественно, ездит водовозка, одна бочка стоит 100 рублей. Именно поэтому к воде в деревне такое отношение бережное. Сам амбар очень низкий, из кругляка лиственницы. Это лиственница, да? Только лиственница. Ага. Ее невероятно сложно обрабатывать, но зато она вечная. Да, вот амбар по соседству, ему не меньше 100 лет. Так, теперь чистка. Ага. Качество талой воды на порядок выше, чем то, которое привозит водовозка. Единственный минус — это, конечно же, что нужно заготовить лед еще в феврале-марте. Супер чистая вода.
Чистота, кристальная. Вот это эскимо, да? Данил будет колоть лед до ужина. Я шучу. Ну все, хватит. Все, отлично. Так, сейчас нальем воды, чтобы вода побыстрее, чтобы лед побыстрее растаял. Вот. Тоже ледовая вода. Вот. Ну и после обеда посмотрим. Вон Чубака мороженое кушает. Мороженое. У нас тут миллион детей. Кстати, те ошметки ледовые, все их бережно собрали, ну, самые крупные, и для мытья полов поставили оттаивать. Ничего не пропадает. Разумное потребление. Диана! Быстро на улицу! Антошка летит! Анна! Вау! Транспорт. Надо было дрон поднять. Чуби в деревне совсем не кушает. Корм всегда теперь стоит почти нетронутый. Все косточки, это натуральное мясо. Вот, Чуби, покажи как. Смотрите. Ужас какие. Приблизко. Видишь, какие страшные укусы. Мы думаем, что это оводы. Смотри. Видишь? Точно, укусы. Укусы, конечно. А может ему там какие-то яйца ввели, а? Нет. И слушай, потом как в чужом выскочит там. Сейчас мы вот Любавой помажем. Крем, который мажет вымя коров. Я думаю, что это он когда к своей невесте, подружке побежал, то его там... А, там же куча мошки было. Да, и он долго там играл и не обращал внимания. Чуби. Не отгонял. Тут все чисто. Все. А вот что-то. Нет, это его сосок. А. Или что-то такое. А, Чуба. Ой, Егорушка там вообще. Столько нянек. Когда уходит свет, все спят. В деревне очень часто отключают, поэтому на помощь приходит голубое топливо. Газ. Варим суп. Вика, ты что делаешь? Монтирую. А почему ты так смешно закутана? Комаров. А, понятно. Так, Чуби, давай проинспектируем, как у тебя там после лечения. Вот эти вот посветлели, а вот здесь вот свежие. Чё, бедняжка. Сейчас вечер, без 20 минут 10, длинные сумерки, белые ночи. Я сейчас попрошу Данилку снять мне бочку. Растаял там лед или нет? При температуре 30 градусов лед еще не растаял до целый день. 11 ночи.
длинные сумерки. Или белые ночи. 2:30, что ли, уже рассвет. Мы вышли выгулять Чуби на стадионе. Петь, как тебе? Хорошо. Только нужны блэкаут шторы. И Петя, наверное, после этого видео в Якутию никто не приедет, да? Как комары, да? Давай моя обаятельная улыбка. Совсем не больно, да? Боже, они садятся на экран. Там кто-то ходит. Попробую погладь. Это мальчик. Угу. И не хочу чуть-чуть прыгать, она ушла. Как я выгляжу? Отлично. Деревенский no makeup. Ой. Это булшит. Где-то рядом. Чувак где-то бегает. А, вон он же. Чуби. Это корова идет, да? Ага. Ху-ху! Чуби. Да, припозднившиеся. Или это бычок, это бык. Тьфу, ёбаная кирмя на кирме. Тас. Ага. Вот сейчас опять лапы будем. Чувак. День летнего солнцестояния в этом году выпал на 21 июня. В Якутии отмечают национальный праздник Эсэх. Для нас это почти как Новый год. Мы готовим стол и наряжаемся. Я вот тоже национальный якутский кумыс. Ну-ка. I love кумыс. Ни один якутский праздник не обходится без алгыса. Алгыс – это обряд благословения. Самый старший и уважаемый член семьи, вот сейчас это Матрена Егоровна, кормит землю оладушками и кумысом. Эта еда считается священной у народа Саха. Вот так душевно мы отметили Эсэх в условиях пандемии, когда масштабные празднества отменены. Мы поучаствовали в хэштег Эсэх онлайн, запустили дроны, поснимали соседей. А самым важным моментом Эсэха считается все-таки не застолье, а встреча солнца. В самую короткую ночь в году мы встречаем солнце, первые лучи солнца, ладошками, чтобы зарядиться энергией на весь год вперед. В общем, встали в 2 часа ночи, чтобы встретить рассвет в 2:16. Кое-кто вообще не спал. Вот этот вот гражданин с шоколадками. Вон соседка, тетя Лиза, тоже не спит. Самая короткая ночь в году официально завершена. Петя, я снимаю видео, а ты пук-пук, да? Да. Я хотела показать, что идет пар